В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Анастасия Кобызева. До конца 2024 года на реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» будет потрачено около 1 триллиона рублей, 90% из которых будут выделены из федерального бюджета. Об особенностях реализации национального проекта в Якутии, о том, как он повлияет на строительную отрасль, доступность ипотеки, мы сегодня поговорим с гостем студии, министром строительства Якутии Павлом Аргуновым. Павел Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Национальный проект «Жилье и городская среда», пожалуй, один из наиболее самых востребованных из 12 национальных проектов. Какие задачи предстоит решить за 5 лет? За 5 лет необходимо нам в рамках, как и всех национальных проектов, кардинально поменять условия проживания граждан, условия вообще жизни, улучшить качество жизни. Да? Это, во-первых, по всей России довести показатель ввода жилья не менее 120 миллионов квадратных метров за 1 год, это к 2024 году. Улучшить жилищные условия, показатель улучшения довести до 5 миллионов человек в год. И ликвидировать весь аварийный жилищный фонд, признанный непригодным для проживания по состоянию на 1 января 2017 года. А из каких направлений будет состоять проект нацпроекта? Во-первых, это жилье, направление ипотека, направление ликвидации аварийного жилищного фонда и улучшение комфортности городской среды. Какова финансовая составляющая этого нацпроекта и какая часть будет финансироваться из бюджета республики? Основное финансирование по нацпроекту у нас идет по программе переселения из аварийного жилья. Как уже везде было сказано, наша республика в этом плане по объему аварийного жилья лидирует по всей России. Да. У нас 1 миллион 146 тысяч квадратных метров аварийного жилья, признанного на 1 января 2017 года. И на ликвидацию пока нам доведен лимит в объеме 6,7 миллиардов рублей до 2024 года из федерального бюджета. А насколько будет сокращен аварийный жилфонд республики? На 1 миллион 146 тысяч квадратных метров. А вот вице-премьер России Виталий Мутко назвал нацпроект по жилью сложным. А в чем сложность заключается? Сложность в том, что, во-первых, довести показатель ввода до 120 миллионов квадратных метров по всей России – это очень амбициозная задача. Во-первых. Во-вторых, ликвидировать тот аварийный жилой фонд тоже, для некоторых субъектов, там, где объемы маленькие, эта задача довольно-таки простая, а для нашей республики это очень сложная задача. Сделать так, чтобы за 6 лет такой очень большой объем жилья ликвидировать, переселить граждан, более 60 тысяч человек. Это очень большая такая задача. А в каких городах республики наиболее сложная ситуация с аварийным жильем? Наибольший объем аварийного жилья у нас в Алданском районе, в Ленском районе, в Невенгере, в городе Якутске, Мирном. Очень большой тоже объем есть в Мегано-Кангаласском улусе, есть в Алекминске. И по понижающему так пошло. А можно ли говорить о том, что при реализации этого национального проекта проблемы с аварийным жильем будут полностью решены? Нет, конечно. Мы этого не ожидаем. Все равно жилой фонд, он стареет. И также у нас есть определенный объем, который не охвачен этим реестром. Это порядка 200-300 тысяч квадратных метров. И признание жилых домов непригодными для проживания продолжается, поэтому этот процесс, он такой постоянный будет. Грубо говоря, получается, этот нацпроект призван значительно улучшить ситуацию с жилфондом? Да. А как будет меняться планируемые объемы ввода жилья в республике в связи с реализацией нацпроекта? Этот вопрос такой обсуждаемый на сегодняшний день, самый обсуждаемый. Да? Как я уже говорил, нам необходимо увеличить
ввод жилья до 120 миллионов квадратных метров по всей России. И Минстрой России на сегодняшний день довел до субъектов планы по вводу жилья. И при этом ну, мы тут с ними обсуждаем данный вопрос, так как за базовый показатель были взяты показатели по вводу жилья за 2017 год, там, где мы ввели 633 тысячи квадратных метров. В то время как в Хабаровский край за 2017 год ввел 200 тысяч всего лишь. В то время в Хабаровском крае, как мы все знаем, проживает в 2 раза больше населения, чем у нас в республике. И поэтому, исходя из этого, мы должны к 2024 году ввести 960 тысяч квадратных метров. А в то же время в Хабаровском крае показатель установлен в объеме 400 тысяч всего лишь. В 2 раза. Да, ну, в 2 раза меньше получается, хотя у них население намного больше, чем у нас. И поэтому мы для себя ставим немножко другие цифры. Федеральный центр ставит вот эти 960 тысяч. И мы сейчас находимся в обсуждении с ними по этому показателю. Поставлена задача сделать доступной ипотеку. Владимир Путин, президент, к Федеральному собранию обратился и говорил, что ипотеку нужно ставку снизить до 8%, можно ниже, ввести ипотечные каникулы. Но, как показывает практика, ставка растет. Как в этом случае будет выполняться задача? Ипотека, она зависит в первую очередь от конъюнктуры рынка и от мировых трендов. В этом отношении роль республики, она минимальная. И мы можем только в рамках, например, выдаваемых кредитов таким агентствам, как Республиканское ипотечное агентство, которое занимает очень небольшой процент от всего объема тех ипотечных кредитов, которые выдаются по всей республике. Для того, чтобы снизить процентную ставку по ипотечным кредитам, мы сейчас отрабатываем с Министерством по развитию Дальнего Востока вопрос о разработке отдельного продукта для субъектов Дальнего Востока по снижению процентной ставки до 5%, например, а возможно и до 3%. Но этот вопрос тоже находится в обсуждении. Уже мы с Минвостокразвитием провели 2 сессии обсуждения по этому вопросу. И в апреле еще состоится 3-я сессия, по итогам которой будет разработана программа комплексного развития субъектов Дальнего Востока. Срок стоит до мая месяца разработать данную программу. И мы хотим, чтобы в рамках данной программы именно были разработаны мероприятия по отдельному продукту для субъектов Дальнего Востока. А как будет корректироваться нацпроект в связи с изменением в законодательстве? Ну, в части жилья для нас очень актуальный вопрос по 214 федеральному закону о долевом участии граждан в строительстве жилья. С 1 июля текущего года вводятся требования по эскроу счетам, что мы боимся, что послужит фактором для резкого роста стоимости квадратного метра. Для того, чтобы этого не допустить, также мы с Минвостокразвитием рассматриваем вопрос о адаптировании данного закона для субъектов Дальнего Востока. Для того, чтобы переход на эскроу счета происходил более гладко и чтобы стоимость квадратного метра для субъектов Дальнего Востока не выросла. Получается, правительство будет оказывать поддержку застройщикам? Нет, просто условия закона мы хотим поменять, чтобы эскроу счета они вводились более плавно для субъектов Дальнего Востока. Какие еще особенности есть при реализации нацпроекта в Якутии? Ну, как я уже говорил, особенность именно в нашей республике в том, что объем аварийного жилья очень большой. Кроме того, условия строительства в нашей республике, они кардинально отличаются от условий по Средней России. У нас активный строительный сезон ограничен 4 месяцами
Кроме того, у нас очень сложная логистическая схема доставки строительных материалов. Стоимость строительных материалов в связи с доставкой у нас по сравнению со Средней Россией на 60% выше получается. И все это накладывает свой такой определенный должен быть подход для того, чтобы реализовать национальный проект на территории нашей республики. И поэтому мы также с федеральным центром, с Минстроем России, с Министерством по развитию Дальнего Востока отрабатываем данный вопрос, чтобы для нас были подходы именно особые для субъектов Дальнего Востока и в первую очередь для нашей республики. И в завершении нашей беседы реализация национального проекта должна способствовать единая информационная система жилищного строительства. Как она может помочь гражданам? В первую очередь это переход на цифру, то есть предоставление государственных услуг в цифровом виде. На сегодняшний день постановка на учет граждан происходит в бумажном виде. То есть человек подходит, предоставляет органам местного самоуправления документы, либо органы местного самоуправления, либо органы исполнительной власти, документы в бумажном виде. А мы должны перейти в цифру, чтобы человек, не выходя из дома, мог предоставить документацию в электронном виде. Павел Анатольевич, огромное спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Это была программа «Актуальное интервью» с гостем студии, министром строительства Якутии Павлом Аргуновым. Мы поговорили об особенностях реализации нацпроекта «Жилье и городская среда в республике». Оставайтесь с нами.